Так сказать, Багаевы нетерпеливые, так меня терпения не хватило долго. Я не стал долго ждать. Это месяц-полтора где-то мы были знакомы. Я тишину и покой люблю. Я скандал и шум не люблю. Поэтому я раньше замолкаю, чем он. 5 лет пройдет, 10 лет. Он с моим решением в душе бывает согласен, что я была права. Конечно, есть что вспомнить приятное. Есть и неприятности. Ну, в основном, вот, рождение детей, наверное. Получение квартиры. Квартира тоже немалая радость Да. была. А так, конечно, не успеет человек оглянуться, и жизнь прошла. Даже Вот не верится, что столько лет мы живем. уже 50 лет. Вот в следующем феврале, это 26-го года, будет 50 лет. А кажется, как будто 5-10 лет. Познакомились мы, можно сказать, случайно. На остановке, на автобусной. Значит, на тот момент я работал на Церетели, второе училище, ДПТУ, мастером производственного обучения, а она ходила на подкурсы в университет. И вот утром рано, холодно было. Мы в центре жили. Спустился на остановку, смотрю, она скорчилась, съежилась там, ждет автобус. А эти, наверное, с противоположной стороны со своим другом стояли, а я на другой стороне дороги на остановке. Ну и, видимо, обсуждали, что вон, смотри, как перемерзла и тому подобное. Естественно, сели в автобус, не знал я ее, ни здравствуй, ни до свидания. Ну, когда вышли, смотрю, по пути мне на Церетель, ей в университет, смотрю, за мной идет она. Ну, я подождал ее, куда идешь? В Тавтаур, да, университет. Ну, кто ты, кто такая? Ну, вот такая, Джуева, живу там-то, там. Я тоже представился. А с братом мы знали друг друга, с ее братом. Вот так мы и познакомились. Ну как, даже не в первый, а где-то через 2 или 3 дня опять, может случайно, может не случайно. Это вопрос такого обсуждения. Вот. И мы опять встретились. Вот так, встреча, и, как говорится, вот так мы и познакомились. Моя прабабушка была Багаева. А когда он сказал Багаева, меня вообще в эту сторону все отшибло. Потому что прабабушка Багаева, значит, это, ну, хоть и не близкие родственники, хоть и дальние какие-то, прабабушка одна фамилица ихняя. Ну, видимо, действительно, что-то в жизни не так бывает, как человек располагает. Случайная, наверное, встреча вот так. То, что Богом сказано, все исполнится. В феврале женился. Ну, это считает. Это было, наверное, в декабре или плюс-минус. зимой. Так сказать, Багаевы нетерпеливые, так меня терпения не хватило долго. Я не стал долго ждать. Это месяц-полтора где-то мы были знакомы. Я, естественно, в большую семью вошла. Просто я считала, ну, правильно, неправильно, я считала, что в мои обязанности входит всех накормить, всех обстирать, за всеми убрать. И я это делала, и по сей день делаю. Только теперь за своими детьми. У меня же мужской коллектив домашний тоже. Приходится делать тоже в основном самой. Конечно, любой молодой и мужчине, и женщине, то ли она невеста, то ли он зять, в новой семье каждый хочет найти свое место. И каждый старается повыгоднее себе найти место, как теплее где будет. Вот. Но она, наверное,
могла сказать, но не сказала. Мои родители, вернее, мать, когда мы, вернее, привели ее, мать сразу ей сказала: все, что не делаешь, спрашивай меня. Вот надо тебе куда-то идти, даже в обход меня. Вот надо тебе то, спроси меня. Можно это взять, спроси меня. Можно это отдать, спроси меня. Вот у нее был вот этот вопрос основной. Она любила, чтобы ее спрашивали. Ну как, не командным тоном, а просто порядок в доме, как старшая. Вот. Естественно, она ее и приучила к этому, чтобы все вопросы решать совместно. Явных разногласий не было. Ну, конечно, споры или какие-то там, это как у всех нормальных людей. Когда-то бывают споры по какому-то поводу, когда-то что-то. Но когда чересчур, то, естественно, чаще уступаю я, потому что я не люблю. Я тишину и покой люблю. Я скандал и шум не люблю. Поэтому я раньше замолкаю, чем он. Но в душе, в открытую он никогда не скажет, но в душе, когда-то хоть 5 лет пройдет, 10 лет, он с моим решением в душе бывает согласен, что я была права. Ей больше повезло, чем мне. Мне чаще делали замечания, нежели ей. Нет, он немножко преувеличивает. Значит, в моей семье, нет, в твоей где семье мои тоже братья, все это я скажу. Вначале, может, да, но потом очень даже сдружились. Особенно со старшим братом, который вначале был категорически против, чтобы я... Мы друг друга знали. Но потом они стали действительно как братья. Они считались, друг другу помогали. Его уже нету сейчас. Да. Рух Салгат. Если я покупал себе рубашку, я покупал ему тоже. Я с ним лучше жил, нежели со своим братом. Мы понимали лучше друг друга. Даже вот посмотрели друг на друга, мы уже знали, значит, надо идти в лес или надо идти куда-то. Без слов. На самом деле мы сдружились так, что... Ну и до этого неплохо жили, но, видимо, и вот это оскорбило, что вот я ее выбрал. Так нормально все. Он даже чаще мог своих друзей не к себе домой привезти, а к моей маме. Да, потому что ну, каждый чувствует, где тебя хорошо встретят. Вот у меня получилось так. Хороший человек попался мне в жизни, помог. Я по сей день благодарен ему. И мне выделили 3-комнатную квартиру. И на тот момент, ну как, ребята, надо же сообразить быстренько что-то. А у меня мать была баптистка, она самогон не гнала. В общем, не придерживалась там праздники отмечать, как у них принято, баптистов. И я бегом к теще. Верующая. Я бегом к теще. Я теща так и так. Получил квартиру. Ну, она в радости как, ну. Что от меня? Ну, что, как обычно, рака. Говорит, залезай в подвал, у них там подвал. Доставай все, что хочешь. Ну, естественно, достал то, что нужно было. И прям на полу. Вот, открыли квартиру, на полу ее даже. Она ну, еще тогда в том ни доме. стульев, ничего не было. Ничего, тут голый на стен. печке газету расстелили и вот там отметили пировали. Получение 3-комнатной квартиры. Я к чему это? Было доверие, что с ее стороны, что с моей стороны. Мы не делили, это твое, это мое. Это было очень хорошо, хорошие родственники. Но, в принципе, что с ее стороны, что со стороны Багаевых, плохих родственников нету среди нас. Как себя поставишь в жизни, так и будет, наверное. Что вот обычно, как, мол,
Когда дом покупают, там соседи спрашивают, мол, какие туда-сюда. Я, говорю, к этому не отношусь, к этому. Я лично считаю, что если ты сам сможешь вжиться в этот коллектив, все. От соседей ничего не зависит. Сам себя как поставишь, на какое место. Ну, Будешь хороший, будешь общаться с соседями хорошо, тебя будут уважать. А начнешь дергаться, там свои капризы ставить. Я так жил, я так хочу, а я так не хочу. До этого тогда уже конфронтация идет большая. По жизни нам А с соседи всегда... Ну, вообще мне плохие люди никогда не попадались. Потому что мы сами были хорошие. То ли я сама уживчивая, то ли по работе, сотрудники всегда хорошие. До приезда вот в село, это 13 лет тому назад, раньше я работала во второй городской взрослой поликлинике. До сих пор я коллектив вспоминаю. Поэтому как-то в этом плане мне везет, что плохие люди мне никогда не попадались. Не знаю почему, или все люди хорошие, но мне не попадались. Это вот с детьми фотографии. Это вот она с Альбертом. Вот оба. Вот. Это оба Олег, сына. Олег и Альберт. Двое. Вот Вот. Это вот перед присягой общая фотография, которые призвались отсюда. Это наша красавица. Школьница. Вот. Раньше. По-моему, там красивее было. Где? Там, на остановке. Вырастили двоих уже взрослых мальчиков. Вот. Со старшим у нас, старший всегда как-то, несмотря на то, что обычно на мальчиков жалуются, а я всегда спокойно шла, потому что, как доходила речь до Альберта, то классная руководительница, поведение хорошее. У меня даже девочки, говорят, хуже с поведением, чем он. Учится хорошо. И я была спокойна. Ну и как лучшему ученику последний звонок, когда выпускной класс уже 10-й был, то это поручили вот нашему сыну, последний звонок. Оба мальчика выросли, уже взрослые, оба с образованием. Старший работал на заводе «Электроцинк» мастером смены. На данный момент по профилю он на Сахалине работает, вот после как уже «Электроцинк» перестал работать. Вот. А младший, он участник СВО, он сейчас на Украине. Дважды он у нас в госпиталь попадал. Ну, сейчас хорошо. Ну, пока как реабилитация, ну, еще, ну, в части находится. Вот после госпиталей. И главное, никогда он даже не проронил, что он вообще на передовой находится. Но бывали моменты, что не дозвонишься. Но это, да, это в порядке вещей было, что периодически родственники и родители не дозваниваются. Когда первый раз попал в госпиталь, то мы понятия не имели. Ну, месяца два никаких ни звонков, ни дозвониться, ничего не было. Потом уже, когда ему стало... Видимо, уже на реабилитацию его с хирургического отделения перевели, то как-то мне удалось дозвониться. Но даже тогда он не сказал, что он в госпитале. Пока в один прекрасный день
Да еще в день моего рождения, 15 августа, почтальон мне не принесла письмо с госпиталя. Ну, это было, конечно, как шок. Вот. Но, конечно, все равно любые родители, любые родственники, там хоть и написано, что такой-то, такой-то находится в госпитале, диагноз такой-то, такой-то, военная травма. Но все равно, да, конечно, это был шок, но все равно в душе я так, а вдруг они ошиблись, а вдруг это не наш Багаев, а еще какой-то однофамилец. Ну, пока когда-то на самом деле не выяснилось, что это наш. Но, слава Богу, так. Когда старший родился, извините, конечно, может, нескромный разговор, Альберт, когда родился, естественно, как обычно, с больницы новость пришла, значит, у тебя сын. Ну и ребята, надо же отметить это как-то. Причину же. И в Сунже тогда кафе работало. Вот сейчас там спортзал на 2-м этаже. Вот там было кафе. Ну, естественно, там человек 7-8, ну, не знаю, сколько там нас было. А отец у меня скромный был, очень скромный. И он стоит на углу, вот там сельсовет, вот где был, может, помнишь? Старый сельсовет. И вот он возле столба стоит и наблюдает, что я там делаю. Ну, естественно, и выпил, и он же все это видит. И мальчика присылает за мной, ну, говорит, позови его. Я выглянул, когда увидел его, наверное, по стойке смирно, и подошел. Что? И он на меня как гаркнул, говорит, ну, бегом домой, ты что, говорит, здесь себе позволяешь? Что, кроме тебя ни у кого сын не родился, что ли? Быстро домой! Он еще не дошел до дома, я уже в постели лежал. Вот так, конечно, есть что вспомнить приятное, есть и неприятности. Ну, в основном, вот, рождение детей, наверное. Получение квартиры. Квартира тоже немалая радость была. В жизни бывает какой-то момент, вот ты попал в течение какое-то, вот, хорошее, значит, тебе везет как-то в жизни. А иной раз, ну как, прешь, ну несешь, и ну не можешь донести. Я бы хотела вернуться, наверное, в выпускные классы школы. Вот мне кажется, самый такой хороший момент. Наверное, у всех это в памяти западает, вот именно школьные годы. Вот именно в выпускных классах, когда вот-вот уже выпускаешься. Особенно, когда получаешь пятерки, а когда двойки не хочется вспоминать. Нет, но с этим у меня проблем не было никогда. Я был хулиганистый в Ну школе. зачем? Ты не был тоже хулиганистый. Зачем? Что, со мной на одной парте сидел, что ли? Твои же эти Ну, одноклассницы. я имею в виду как хулиганистый, я был подвижный. А так я не имею в виду нагрубить или что-то. Мог с урока сбежать. А так, конечно, не успеет человек оглянуться, и жизнь прошла. Вот. Так, Даже вот не верится, что столько лет мы живем. уже 50 лет. Вот в следующем феврале, это 26-го года, будет 50 лет. А кажется, как будто 5-10. Шайку-то где ты находишься? Все, уже приехал в квартиру. Вещи постирал, сейчас ложиться буду. А, ты уже в Сахалине? Ага. А ты сразу на смену пойдешь или как? Да, завтра с утра. Первого. А у тебя же ночь сейчас. Мы забываем. Сейчас сколько время у вас? 9 вечера. 9 вечера? Ну хорошо тогда. Ничего не испортилось, у тебя продукты довез нормально, все. О, все хорошо. Ты сразу скажи, что здесь. Здоров. Здоров. Что ты кусаешь? Да ничего, вот мастера ищу.
Доктор тогда еще завтра, ты же на комиссию, на ВКК или как он у тебя называется? Да, сделал его, комиссию, 2 недели дали это освобождение. И вчера повесили на меня, я его снял, он чесался на руку. Ну, молодец, ты, у тебя все свое, да. Это ужас. Ой, фалдес твоя Чесался, фича. снял гипс. Ну, Да хорошо. я сваренькая. Это все из жизни взято. Каждый хочет, чтобы его ребенок был умным, образованным, достойным и прочее, прочее. Но все зависит от окружающей среды в первую очередь. Я же сказал, хулиганистый был мальчик. Я этого не скрываю. Но встретив хороших людей, я понял, что вот это плохо, а это хорошо. И вот здесь нужно успеть выбрать, где хорошее, где плохое. Если не успел, вот я по возрасту хотел вот это подчеркнуть перед этим, в возрасте 50 или 60 лет поздно уже все это понимать. Вот где-то в пределах до 20 лет. Вот это надо узнать. За что хотелось бы поблагодарить? Наверное, в первую очередь за терпение. Скорее всего. А так? А у кого его больше? Ну, естественно, у меня. Как у тебя? У меня. До 25 там дурак, потом как-то еще называют, а после 50 уже задняя скорость включается. Уже поздно что-то менять. Так что... Ну, сейчас, мне кажется, у всех так, чтобы сколько суждено жить, чтобы дожить на своих двоих, чтобы никому не быть обузой, ни от кого не быть зависимой, чтобы всем ты могла помогать дальше, и детям помогать, и внукам помогать, чтобы хоть немножечко сил в человеке оставалось. Алмаз тоже стирается где-то, где-то какие-то грани стираются, но уже даже не скажешь, что это привычка, как надобность присутствия этого человека. Я так думаю. А любовь, она, конечно, это момент, горишь, молодой, азартный, потом уж опустил и все. А скорее всего, наверное, вот это вот так, что уже до того как-то сживается человек, что какой-то промежуток времени отсутствия кого-то уже чувствуешь какую-то нехватку. Я так думаю, что это так. А любовь это название, а так. Это можно было по-другому тоже назвать. Привычка. По-любому можно было. Вот именно. Уже до того привыкаешь, что да, действительно нехватку чувствуешь от этого человека со временем. Наверное, чудо то, что болезнь, которая была, как это называется? Коронавирус. Это не смешно. Она, когда схватила эту болезнь, когда ее забрали на скорой помощи, уже будучи в больнице, когда она начала спрашивать там совсем другие вещи, где мой чайник, а где это, где то, уже помешалось все. Моментами отключалась. Вот это было самое страшное, то, что о чем мы говорили, и насчет чего идет разговор. Сразу мысли появляются, а вдруг уйдет? Что дальше? Сразу возникал такой вопрос. Там дети, там то да все, это все как-то моментально все это проходит в голове. Секунды какие-то, доли секунды, эти мысли, а как быть дальше? Вот этот момент я пережил и чувствовал, что это страшно. Потерять человека. И видишь, что ситуация такая, помочь не можешь. Это самое страшное. Когда видишь и не можешь помочь.
Но Хасана пугает одна такая вещь. Он все время боится, не дай Бог остаться ему одному. Ну, кто не боится этого? Ну, кто, не знаю, но ты точно боишься. Боюсь, это надо, и каждый, наверное, коснется этого вопроса или тему. Каждый подумает, да, действительно, а кто мне воду подаст, кто мне, извини за выражение, кто-то вещи погладит или что-то, бесхозность, кто кушать приготовит. Это не смешно, это на самом деле это Ну так. да. Я считаю счастьем. Это когда в семье все здоровы. Это раз. Чтобы никаких войн не было. Это не только у нас, а вообще на планете. Это два. И чтобы, главное, дети все шли по правильной дороге. Счастье то, что на сегодняшний день вот проснулся утром, увидел своих, уже вот это счастье. Я считаю так.